Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Крутые возможности вам по судьбе. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свои крутые возможности и, конечно же, загадайте свой собственный срок. Пожалуйста, не загадывайте слишком короткий срок. Не надо смотреть на 3 дня, не надо смотреть на месяц, немножко подольше, да, возьмите такой более продолжительный промежуток времени. Настраивайтесь, пожалуйста. Я же, в свою очередь, попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут помогать, потому что сейчас она скрыта, это очень важно услышать и узнать. Ух ты! Интересные знаки, конечно, у вас здесь вышли. Здесь вышли слезы ваших врагов, либо вашего врага, да, у кого-то один, у кого-то там много, но не важно. Важно, что ваши враги будут плакать. Плакать они будут от вас, от ваших действий, от того, как вы с ними себя поведете. Возможность победить, возможность устранить, возможность избавиться от недоброжелателей и врагов, довести их до слез, довести их до отчаяния. Ну, вы представляете, да, кто плачет обычно? Слабые люди, у которых не осталось ни одного аргумента, нет возможности, ну вот сижу и оплакиваю свою несчастную судьбу. Ваши враги будут плакать. В прямом смысле слова, в переносном, это уже не важно. Важно, что вы, здесь не один человек, здесь не один, здесь несколько человек, вы с ними расправитесь. Каким способом, какими методами, извините, не знаю, я этого не вижу, но до слез вы их точно доведете. Доведете. И доведете и изничтожите. Давайте так, да? То есть в сегодняшнем дне те, кто являются вашими врагами, буквально вот к концу загаданного вами срока будут рыдать и, поджавший хвост, бежать в противоположную сторону от вас. Очень, кстати, крутой знак. Так, дальше. С правой стороны в корне рисунка у меня женщина, которая на удочку поймала себе мужчину. Ах, мужчины, извините, но предсказание для женщин. Девочки, удачная рыбалка, очень удачная рыбалка. Сразу хочу оговориться, это не значит, что вы прям найдете себе прям любовь любовную. У некоторых из девочек отыграется, например, мужчина как сотрудник, мужчина как помощник, мужчина, ну, допустим, как, ну, раб, наверное, это не то слово, да, но вот мужчина, который исполняет ваши желания, вашу волю исполняет. Но у кого-то в прямом смысле отыграется про любовь. Если вы ставите себе, ну, мы все люди взрослые, да, мы все люди взрослые, давайте говорить откровенно. Если вы ставите себе целью удачный брак, найти себе удачную пару, такую, что прям выигрышная, выгодная, например, там, быть у кого-то на содержании, либо жить за счет мужчины, либо какой-то конкретный мужчина у вас на прицеле, вы думаете, вот его я хочу, то у вас все получится. Вы поймаете его на удочку. Судьба, сама судьба будет на вашей стороне и даст вам эту крутую возможность поймать этого человека, да, сделать его своей законной добычей. Если мы говорим о каких-то сотрудниках, о каких-то помощниках, о желании женщины управлять каким-то человеком, девочки, возможность будет. И этот мужчина будет у вас на крючке. Если меня смотрели мужчины, извините, простите, но это жизнь. Это жизнь. И в жизни очень часто такое происходит. Это нормальные вещи, которые сплошь и рядом, но почему-то неприлично об этом говорить. Здесь песок показал. Женщина молодец, женщина сильная воля, у нее есть стойкое желание, и сама судьба ей помогает. Эту волю, это стойкое желание она исполняет. Все. Девочки, я вас поздравляю.
как говорится, хлопаю, аплодирую стоя. Вы умничка, вы молодец. Так, дальше левая сторона. Ну, здесь у вас какое-то чудище безобразное. Чудище безобразное, вместо рук щупальца у этого чудища. Щупальца. Вот как будто бы какое-то чудовище вас ограничивало. Может быть, это властный муж, да, который там вам диктует свою волю. Там, с тем не ходи, то не одевай, там, сиди дома, с теми не общайся, не встречайся, это не делай, туда не смотри. Там, да, вот как диктатура, да, семейная диктатура у вас происходит. У кого-то отыграется, что у вас такой начальник. Начальник, который из своих подчиненных ну, просто последние соки пьет. Да? Полностью всех подавил, под себя подмял, все боятся, как говорится, на цыпочках ходят. И ну, нет никакого ни шанса, ни возможности развиваться, нормально работать, нормально функционировать. У кого-то может быть родственник такого плана, такого формата. Человек, который всех держит под контролем, всем дает разнарядку, указывает, что делать, как делать, с кем делать, когда делать. Да? То есть полное подавление вашей воли происходит. Чудовище, просто чудовище. Смотрите, это чудовище сразит молния. Очень похоже на либо неприятность, которая спускается свыше, то есть законом, по какому-то праву, может быть даже какая-то как уголовная ответственность. А у других отыграется как болячка. Болячка, которая внезапно у человека выявится. Да? То есть был там здоровый, ходил, потом бац, все слег. Да? И так может отыграться. А в чем заключается ваша крутая возможность? В том, что вы можете занять это свободное вакантное место. Либо вы займете это свободное вакантное место. Ну, допустим, вы в браке с мужчиной, который ведет себя как, не знаю, там, синяя борода. Вот ему поплохело, да, либо ему там грозит какое-то, ну, грубо говоря, условное там наказание, и мужчина сразу же ниже травы, ниже воды, и такой прям спокойненький, покладистый, ручной. Вы становитесь главой семьи, и уже вы задаете тон в своей семье, и уже он вынужден и слушаться, и подчиняться. Либо, например, на работе, да, ваш начальник-начальница вот так гром и молнии в своих подчиненных кидала. Тут приходит разнарядка, этого человека снимают с должности. Либо у человека что-то происходит, человек там, идет на длительный больничный. И именно вам будут предлагать занять эту вакантную должность. Все прекрасно, все замечательно, все по справедливости. Мои хорошие, не бойтесь ответственности, знайте, что вы лучше многих, да, лучше других. И то, что происходит, это именно ваша крутая возможность показать своим примером, как должны люди себя вести. Что в семье, что на работе, что в каких-то других вопросах и делах. Понимаете? То есть возможность показать альтернативный вариант, возможность другим раскрыть, как может быть, когда человек адекватный, когда человек дружит с головой. Поэтому эту возможность не теряйте. Так, с правой стороны у вас дельфин, а на дельфине сидит мужчина. Девочки, любит. Вас какой-то мужчина очень сильно любит. Либо конкретно романтично настроен на вас. Мужчину вы этого 100% знаете. Возможно, не знаете о его чувствах, либо не знаете о его намерениях. Мужчина просто ураганом ворвется в вашу жизнь. Ворвется для того, чтобы быть с вами рядом, для того, чтобы доказать вам свою любовь. С правой стороны идет, значит, честные чувства, значит, открыт будет перед вами, значит, даже какую-то пользу вам может принести. Решать, конечно, вам, выбирать, конечно, вам, но мужчина прям с напором, знаете, как на волне чувств к вам идет. Сердце у него переполнено нежностью, любовью и романтикой к вам. Так что встречайте и не упустите эту крутую возможность построить свое личное счастье. Так, следующий момент. Здесь у меня птица, которая расправила крылья. Перед ней две дороги, два пути. Судьба даст вам две возможности, либо две дороги. Мои хорошие, понятно, что одна птица не может сразу в два разных направления отправиться. Нужно будет выбирать.
выбирать, и выбирать нужно все-таки умом. Не сердцем, а умом. Вот что лучше будет для вас, что будет для вас интереснее, что будет для вас позитивнее, полезнее. Да? Вот от этого отталкивайтесь. Не отталкивайтесь от эмоций. Ну, типа, я всегда хотела на тропические острова, да, вот сейчас возьму и полечу, потрачу все деньги, ну, хотя бы там океан увижу. Да? Вот так думать не надо. Думайте о практике, о будущем, о позитиве, о том, что вы сможете накопить, приумножить, как говорится, в карман положить. Да? То, что приносит вам выгоду. Об этом думайте. Выбирайте именно такую дорогу, выгодную для себя, для вашего будущего. Так, здесь у меня собачка на коротких лапках. И собачка, которая вас будет вывозить на себе будет вывозить из какой-то ситуации, из каких-то проблем, может быть, из каких-то неприятностей. Но по собачке обычно проигрываются друзья. Друзья, настоящие друзья, преданные друзья. Это собачка на коротких лапках. То есть, либо это какой-то новый друг, либо только недавно появился, либо это намек, отсылка к тому, что человек низкого роста и, возможно, действительно ноги короткие у этого человека. Просто вывозит вас, вывозит на себе из какой-то неприятности, из какой-то беды. Да? Вот друг возьмет на себя все, вам свою спину поставит, значит, скажет: располагайся, я все сделаю сам, либо все сделаю сама. Это действительно крутая возможность. И здесь не стоит сомневаться. Здесь стоит положиться на своего друга, как говорится, довериться своему другу и воспользоваться этой ситуацией. Собачка очень такая, ну пусть и маленькая, но очень надежная, очень сильная. Да? Не подведет вас этот человек. Бывают такие обстоятельства в жизни, когда человек сам справиться не может. Вот, ну никак не может. Возможности ограничены, да? Силы ограничены, лимитированы. Вот тогда высшие силы присылают нам тех, кто может нам помочь, кто может нас поддержать, либо кто может взять нашу ношу на себя. У вас это друг либо подруга, которому стоит довериться и стоит воспользоваться той помощью, которую вам будут предлагать. Да. Стесняться этого не стоит. Это не значит, что вы станете навсегда должником этому человеку. Нет. Если человек предлагает сам, почему нет? Воспользуйтесь. Потом в будущем рассчитаетесь. Ваш друг вас на своей спине вывозит, либо подруга. Так, с левой стороны возможность кого-то рассмотреть. Рассмотреть, как человек есть. Может быть, в этом человеке вы заблуждаетесь. Может быть, вы не видите в этом человеке истинной сути. Но вы видите внешнюю оболочку, и она вам приятна. А то, что там внутри гниль, все прогнило, испортилось и смердит, вы этого не видите и не ощущаете. Человек, возможно, близко к вам находится, близко подпустили. Может быть, даже как втерся в доверие вам этот человек. Но судьба даст вам возможность увидеть все вот эти скрытые, потаенные моменты. Конечно, вы ужаснетесь. Для кого-то даже потрясение, может быть, правда, которая вскроется. Но поверьте, так будет лучше. Так будет лучше узнать правду, как она есть. И не попасться на какую-то удочку обмана, не стать жертвой, не стать как объектом абьюза. Лучше узнать, как есть, да, и сделать правильные выводы. Ну, вижу, что разочаруетесь, вижу, что даже кому-то больно будет. Больно и неприятно. Знаете, вот когда не то, чтобы тебя обманули, а когда ты сам обманулся. Это вообще такое мерзкое чувство, как чувствуешь себя дураком, да, дурочкой чувствуешь. Но вы это все успешно переживете. Главное, что вы рассмотрите очень негативного человека, который очень близко к вам подошел, подкрался, я бы даже сказала. У кого-то отыграется в любовной сфере, у кого-то отыграется там, в рабочей, в деловой, в дружеской. Вот это важный момент. Плюс, помимо всего прочего, есть какой-то конфликт, причем конфликт достаточно затяжной. С хорошим человеком вы поругались. То есть когда-то у вас все было хорошо, потом что-то пошло не так, вы очень сильно разругались и давно не общаетесь. Есть у вас негативчик на этого человека, знаете, осадочек негативный остался. Но почему это все произошло? Потому что что-то было шито-крыто. Да? Что-то от вас скрыли, что-то вам не сказали, преподнесли в другой форме.
Здесь выльется наружу правда. Правда, как она есть. И вам будет, если честно, стыдно. Стыдно, что вы на человека грешили, что вы человека, вот знаете, как заочно осудили, что вы человеку там что-то высказывали, при этом не имея на это права. Выяснится, что человека, например, оклеветали. Выяснится, что человека подставили. Честно скажу, будете чувствовать себя не в своей тарелке. Но с другой стороны, вы будете рады, что вы ошиблись в этом человеке. И здесь я вижу, что вы будете делать попытки на то, чтобы с человеком опять примириться, замириться и восстановить ваши отношения. Сразу хочу сказать, что человек ответит вам взаимностью. То есть этому человеку тоже вас очень сильно не хватало. Здесь будет обоюдное примирение, и крутая возможность заключается в том, чтобы восстановить очень хорошие, теплые отношения с человеком, который нужен вам и которому нужны вы. Опять же, у каждого отыграется по-своему. Так, следующая крутая возможность, она у вас практически в венце. Очень похоже на какой-то дом, жилище. Улучшение в доме, в вашем жилище, в вашей квартире. А кому-то идет даже как приобретение и обретение. Тот срок, который вы загадали, он немножко короткий, да? Короткий. Потребуется чуть больше времени, чем вы загадали. И вот это ваше желание, либо ваша проблема с жилищем, она решится. Здесь крутая возможность именно в том, что все решится само по себе, без всяческого вашего участия. Здесь ваше участие только лишь на стадии желания. Да? Я этого хочу, мне это надо. И тут судьба все делает сама. Вы просто поворачиваетесь и получаете все готовенькое. Вы все разные. У каждого произойдет по-своему. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вы нежданно, как говорится, негаданно для себя, без всяких лишних телодвижений, усилий, обретаете свою крышу над головой. Либо чините крышу над головой. Да? То есть какие-то хорошие конкретные изменения именно идут на бытовом уровне. Либо в доме, где вы проживаете сейчас, либо у вас появится дом, где вы будете проживать в будущем. Здесь когда же преподношение, либо подарок судьбы вам идет. Вам только лишь нужно об этом мечтать, просить, причем мечтайте правильно, с конкретными этими, как адресами, да, хочу по такому-то адресу, с конкретной планировкой, с конкретной этажностью, с конкретными условиями внутри. Да. Все это четко мечтаете. Вот прям хотите на бумажке напишите. Вот хочу жить в таком-то доме, с такой-то кубатурой, чтобы было то-то, то-то, то-то. Если у вас уже есть дом, и вы хотели бы что-то отремонтировать, починить, так и пишите. Хочу там красивые стены ровные, хочу такую-то мебель, хочу такое-то отопление. Да, вот все это пропишите. Судьба, вот прям исполнит все то, что вы хотите. И даже больше. Потому что здесь по таким знакам, здесь именно вы получаете в дар. Дар, понимаете? Очень классный знак. Здесь именно возможность обрести свое жилье, комфортное жилье, уютное жилье, хорошее, качественное, либо улучшить уже имеющееся, только лишь на своем желании, да, получить это в дар от судьбы. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.